Открытки, посвященные Коми, облетят весь мир. К вековому юбилею республики Национальная библиотека региона запустила акцию «Вам письмо». На выбор для отправки 6 разных экземпляров. На лицевой стороне почтовой карточки запечатлены достопримечательности и красоты Коми. Первыми в масштабном посткроссинге приняли участие студенты СГУ. Куда отправились открытки, расскажет Наталья Юрина. Яркие фотографии на специальных открытках. Новая акция от Национальной библиотеки – это знакомство с республикой. Первые, кто получит карточку в почтовый ящик – родные и близкие студентов СГУ. Особое внимание – международным направлениям. Мы собрались в Сыктывкарском государственном университете и именно презентуем эту акцию для студентов, которые приехали к нам из-за рубежа, которые приехали из ближнего зарубежья, из стран СНГ и из дальнего зарубежья. Мы знаем, что в Сыктывкарском университете учатся ребята из Египта, учатся ребята из Индии, поэтому очень интересно было бы пообщаться с ними. В СГУ сегодня обучаются около 150 иностранных студентов. На обучение пока приехала треть. Для тех, кто еще дома, акцию продублируют. Вначале небольшая презентация на 2 языках – русском и английском. На открытках изображены самые популярные места и все, что касается Республики Коми. На открытке также написано, обратите внимание, на коми-языке надпись «Чолем». Она означает «Привет». The postcards depict the most popular locations in Komi and its capital Syktyvkar, where you live and study. And also the word Cholem in Komi, that means hi. Ручки наготове. Студенты на выбор получают открытку из 6 вариантов. Одни тщательно выводят буквы, другие успевают расставить цветовые акценты. На обороте указывают адрес. Студент-первокурсник Чаудхури Абдуллахат отправляет открытку на родину, в Бангладеш. Сейчас я учусь в Сыктывкаре, и мне очень приятно отправить эту открытку на том языке, на котором я знаю. Я думаю, моя мама будет очень рада получить. Русский, хинди, арабский и киргизский послания на разных языках украсили обороты юбилейных открыток. География адресантов получилась широкой, от районов Коми до Египта. Напишет мои родители, я буду написать, что как я живу в России. Вот, и я очень рад за этот компания, и я поздравляю за этот Республику Коми. Я приехал неделю назад в Республику Коми. Я рад, что участвую в этой акции. Хочу познакомить родителей с достопримечательностями Республики Коми. Я учусь здесь по специальности химия. Посткроссинг или по-простому обмен открытками – популярное направление. Ксения Артеева уже получала яркие карточки из Европы. В этот раз весточку из Коми отправила в Кировскую область, подруги детства. Посткроссинг – это очень интересно, он сплочает, он позволяет узнать много очень нового. Когда я занималась посткроссингом, мне было очень приятно и интересно. Ты каждый раз с интересом открываешь ящик, там от кого-то это письмо, и ты узнаешь этого человека. И я думаю, вот сейчас, когда ребята отправят в другие страны, это же очень круто, тем более такие красивые виды. Вместо почтового отделения учебная аудитория. Партнер акции «Почта России» представила на безвозмездной основе марки до места назначения. Под рукой оказалась и печать. Юбилейный штемпель, посвященный столетию Коми, действует до конца года. Оформленные яркие открытки поместили в специальный ящик. Совсем скоро они разлетятся не только по России, но и по миру. Подобную акцию организаторы проведут и в других вузах Коми. Результатом масштабного посткроссинга станет выставка в Национальной библиотеке Коми. В экспозицию войдут ответные открытки. Наталья Юрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.